Еще год назад на этом месте не было ничего, кроме песка и бурьяна. Сегодня в 30-метровом котловане городского водозабора работа просто кипит. Завершается оборудование откосов. На днях смонтировали фундамент насосной станции. Укладка бетона была произведена вчера. В настоящее время над местом укладки возведен тепловой контур. И там ведутся работы. Насосная станция и водопропускной ковш – это лишь начало масштабной стройки. На территории разместят помещения для реагентов и полный комплекс очистных сооружений. Главная задача сейчас – максимально выполнить работы с бетоном до наступления сильных холодов. Работы, связанные с железобетоном, по мере возможности. Когда будут низкие, приемлемые для работы температуры, будем прогревать бетон, будем стараться что-то заливать. Небольшие количества. Новый водозабор будет выдавать до 110 тысяч кубометров воды в сутки. Строительство ведется сразу на 2 площадках. На месте старого технического помещения уже смонтировано основание для будущих очистных сооружений. Якутский водозабор является уникальным гидротехническим объектом. Одновременно с обустройством водопропускного ковша и котлована идет создание оборудования для насосной станции. Технологические требования настолько высоки, что изготовить насосы для Якутии решились только в Швеции. По словам генподрядчика, новая насосная станция позволит обеспечить город водой при любом уровне реки Лены. В последние годы в районе водозабора появились так называемые намывные пески. Чтобы обеспечить полноценный доступ к воде, провели работы по углублению дна. Работали земснаряды, сделали подводящую прорезь к водозабору, чтобы вода стабильно поступала. В данное время производятся дноуглубительные работы под плавучей насосной станцией. Строительные работы идут строго по графику. К середине следующего года должна быть смонтирована насосная станция. Полностью сдать объект планируют в 2018 году. Анна Лебединская, Денис Попов. Вести, Якутск.